О фермерском хозяйстве. В Усмайский район завезли коров калмыцкой породы. Более 60 голов скота преодолели несколько тысяч километров из Калмыкии в Якутию. В чем же отличие этой породы от других, расскажет Тамара Коновалова. Благодаря совместной работе муниципального района и Министерства сельского хозяйства с помощью Саха-кредита Усмайский улус смог завести к себе калмыцких коров, путь которых в район был нелегким. Предпоследним рейсом было завезено 63 коровы, которые преодолели дорогу в 10 тысяч километров с Элисты Республики Калмыкия. В связи с тем, что в нашем районе уменьшается крупнорогатый скот, в связи с этим было принято решение все-таки попробовать эту новую породу, так скажем, калмыцкой породы. Это порода мясная порода. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года все-таки какой-то, думаю, положительный результат должен быть. Калмыцкая порода коров не отличается большими размерами. Они достаточно компактны. Очень выгодно содержать коров такой породы на убой, ведь они довольно быстро набирают массу. Так, при должном уходе телята коров этой породы могут набирать до 1,5 килограмм в день. Ну, калмыцкая порода, да, это методом естественного отбора прошла веками, можно сказать, да? Именно мясная, и поэтому имеет качество мясной породы. Поэтому, да, многие хозяйства, начиная с 2013 года в республике, увидев перспективу, значит, решили попробовать, и, как показала практика, скот успешно адаптирован, да, но прибыль, да, конечно, будет в 2016 году, речь будет идти об этом, вот 15-16 год. В перспективе стоит строительство скотопомещений общей вместимостью 200 голов на участке Чапанда, куда калмыцкую породу и отправят. Это 160 километров от поселка Усьмая. Владельцем будет сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сайды», на плечи которого лягут основные заботы по уходу за скотом и его разведению. Естественно, не без поддержки муниципального района, с помощью которого этот проект может быть успешно реализован. Тамара Коновалова, Юрий Владимир Таюский, Тимур Канаев, МЛК Саха, Усмайский улус.